Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boylu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir su. Чингиз Айтматов был не только великим писателем, но и общественным и политическим деятелем. По данным ЮНЕСКО, Айтматов является одним из самых читаемых авторов современности. Его произведения переведены более чем на 176 языков и изданы в 128 странах мира тиражом более 100 миллионов экземпляров. Произведения Айтматова вошли в программы школ и высших учебных заведений многих стран мира. Вы сегодня чувствуете, что его среди нас нет? Ну, естественно, мы, члены семьи, чувствуем, что его нет, несмотря на то, что уже прошло 10 лет. Но каждый раз, когда говорят, когда напоминают о нем, конечно, если бы он был живой, он бы сегодня сам пришел на эту конференцию, сам выступил бы, сам бы обсуждал какие-то проблемы. Особенно, когда показывают вот этот фильм, и он прощается, я тогда не могу без слез смотреть. Для меня это очень тяжело. Каким он был человеком в жизни? В жизни он был серьезным, ровным. Ну, как брат, скажем. Ну, вот как брат он был ровным, он мог сделать замечания, он мог сделать... Особенно не хвалил, но замечания он тоже делал, не возмущаясь, если даже что-то не так. Этого было достаточно. Скажите, пожалуйста, самый яркий эпизод, который между вами, как брат с сестрой, помните такое? Ну, у нас, наверное, много было таких эпизодов. Запоминаешься? Ну, было такое, когда я очень тяжело заболела и уже была при смерти, и он меня спас. Ну, он пригласил всех. У меня было страшное кровотечение, и всю ночь возили кровь, чтобы спасти меня. Потом врачи и медсестры сказали, если бы не он, вы бы не, в таких случаях не выживают. Это благодаря брату вы остались живы. Тогда мне было 34 года, и с тех пор я жива. Türk dünyasının cana Kırgızistan'ın Zalkar жазуучусу Чингиз Айтматовдун 90-ncı жылдыгына арналган китап Türkiye мамлекетинде басылып. Данная книга была изготовлена в Турции в честь 90-летия великого писателя тюркского мира, сына Кыргызстана Чингиза Айтматова. Над ее изданием трудились Евразийский союз писателей. Ее мы выпустили в печатном издании БНГ на турецком языке. Основной целью создания такой книги является желание многих читателей узнать о писателе поглубже. Здесь содержится не только творческий труд Айтматова, вы погрузитесь в его детство, о том, как он вырос, какой он был в семье, его характер и про его любовь. Главным редактором книги является профессор Кыргызско-турецкого университета Манас Осмонакун Ибраимов. Первый выпуск был на русском языке и издан в России. Теперь же мы планируем перевести его на несколько языков, чтобы он был доступен читателям со всего мира. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто трудился над созданием этой книги. Спасибо вам, друзья и братья, за такое созидание. Muğallimi Profesör Osmanakun İbrahimov ağay bu çıkarmanı birinci jolu orus tilinde жазган. Bu Moskvada basılgandan keyin bu kitapты biz Türk tilinde kotorganımızdan abdan kuvvançlıyız. Bu kitapты bir gana orusça bilgen adamlar emas, kotorgandan keyin büyük Türk dünyasında okurmanlarga sunuştayız. Ошондуктан бул китепке эмгек берген жана бул китептин чыгаруусуна кошум салган досторубузга чоң рахматыбызды айтабыз. Я горжусь своей страной, знаю ее историю и чту светлую память тех, кто прославил ее. Я горжусь нашей страной, потому что в ней живут умные и отзывчивые люди, которые переживают за общественные дела, как за свои собственные. Хочется надеяться и верить, что будущее нашей страны наши дети построят так, что ею будут гордиться и последующие поколения. Я чувствую себя победителем, когда слышу гимн своей страны. Мы будем двигаться только вперед.
насколько мудрыми были наши предки. Знания передавались от поколения к поколению в этих самых пословицах. Богатством жертвуй ради жизни, жизнью жертвуй ради чести. Родина – это твои родители. Родина – это друг и ровесник. Родина – это край и столица. Родина – это аул и станица. Во время нашей поездки в Турцию мы посетили известную как крупный исторический и культурный центр провинцию Трабзон. Трабзон, ранее известный как Трапезун, город на берегу Черного моря на северо-востоке Турции, столица одноименной провинции. Некогда располагавшийся на Великом Шелковом пути, облик этого города и поныне славится очаровательным смешением множества религий, языков и культур. На протяжении всех исторических периодов Трабзон имел огромное значение для внешней торговли. Там мы встретились с заместителем генерального секретаря муниципалитета города с господином Мустафой Акаем. Мустафа Акай рассказал, как стали городами-побратимами Трабзон с Бишкеком. Sizin nezdinizde bütün Bişkekli kardeşlerimize, Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz. Sizin nezdinizde onlar... Я приветствую через вашу программу всех кыргызстанцев. У меня был шанс побывать в Бишкеке. Как сказал покойный президент Азербайджана Гейдар Алиев, Азербайджан и Турция – одна нация, два государства. А я говорю, что мы одна нация, 7 государств, включая республики Центральной Азии. Несколько лет назад я посетил Бишкек во время конференции Всемирной ассоциации инженеров и архитекторов Турции и стал свидетелем того, что кыргызский народ очень гостеприимный. Воспользовавшись моментом, хотел бы выразить свою благодарность народу Кыргызстана из-за теплого отношения к нам. Также во время этой поездки принимал участие в подписании протокола о городе между нашими мэрами. Но мы бы не хотели бы, чтобы это осталось на бумаге. Мы намерены и дальше развивать наши отношения, несмотря на то, что мы живем в разных странах, наши корни, религии, традиции и обычаи едины. Мы просто находимся в разных географических регионах, но наше сердце бьется вместе. Для нас и Бишкек, и Баку, и Астана – Трабзон. Bize Bakü de Trabzon, bize Astana da Trabzon. Dolayısıyla bu bilinçle biz hep hareket ediyoruz. Çocuklarımıza da etrafımıza da bunu aşılamaya gayret ediyoruz. Buradan Bişkek'teki gönüldaşlarımıza öyle inanıyoruz. Onun için öyle ifade etmeye çalışıyorum. Gönüldaşlarımıza yürek dolusu selamlarımızı iletmenizi, buraya geldiğiniz için size de teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Her zaman onların emrinde olduğumuzu, sadece ihtiyaç duyduklarında değil, her zaman yanlarında olduğumuzu da sizlerin aracılığıyla kendilerine ifade etmek istiyorum.
где находится могила Эртугрула Гази. Необычный караул почета появился в турецком городе Сигют в провинции Беледжик, у мавзолея, где похоронен Эртугрул Гази, отец Османа Гази, основателя османского государства. 13 солдат в одеяниях тюркских воинов XIII века будут теперь дежурить у могилы Эртугрула 365 дней в году. Эта инициатива была задумана администрацией провинции Беледжик совместно с турецкими военными и жандармерией. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini mukaddesi olarak devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini mukaddesi olarak devralıyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini mukaddesi olarak devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini mukaddesi olarak devralıyorum. Ha, sola, dön. Üç adım ileri, ar. Yerlerinize, ar. Личность Эртугрула стала необычайно популярной в последнее время в Турции благодаря телесериалу «Дирилиш Эртугрул», что означает «возрожденный Эртугрул». Вместе с самой личностью наблюдается также возросший интерес к доосманскому прошлому турок, в частности к этническим видам спорта, таким как стрельба из лука. К разряду новых таких традиций относится и почетный караул из 16 тюркских воинов, представляющих тюркские империи, которые встречают иностранных гостей в новом президентском дворце в Анкаре.
Эртугрул Гази, заложивший основу Великой Османской империи, став оплотом и надеждой мусульман всего мира, в течение 6 веков влияла на ход мировой истории, объединила вокруг себя более 60 государств. В исследовании также представлены интересные сведения о легендарных предках Эртугрула, Атиле, Огусхане и другие. О его потомках, султанах Османской империи, рассказывается о роли тюрков в распространении ислама на обширных пространствах Азии, Африки и Европы, о тесных исторических связях с Россией. Слово «Эртугрул» образовано из двух слов «эр» и «тугрул». «Эр» означает «человек», «воин» или «храбрец», а «тугрул» означает «орел», «большая хищная птица». Исходя из этого, значение имени Эртугрул будет таково: человек-орел, воин-орел или храбрая хищная птица. Напоминаем вам отдельные высказывания Эртугрула Гази. «Не бойтесь ничего. Того, кто боится, преследуют неудачи. Страх иногда допустим в обыденной жизни, но в ответственный момент гоните страх прочь. Усомнившись хотя бы на мгновение, вы потерпите поражение. На мужчине всегда лежит ответственность за свою семью, за женщину, за детей, которых она подарила ему. Нет времени на слабость, усталость и уныние. Есть лишь совесть, честь, верность и гордость». Бесчестие подобно порезу на дереве, который со временем делается только больше и больше. Единственное, что следует делать за спиной человека, это молиться за него. Эти слова, сказанные им в назидание потомкам, стали для нас нравственным ориентиром, установкой к действию. В них кладезь мудрости веков. Сегодня очень много туристов посещают могилу Эртугрула Гази в Турции. Эртугрул Гази – истинный герой, пример для подражания для тысяч молодых людей. Кто гибнет в сражении, как доблестный воин, тот имя свое обессмертить достоин. А трус малодушный хоть жизнь свою спас, утративший честь умирает 100 раз. Усердствуй в течение всей жизни, дабы смеяться в день своей смерти от радости, пока другие будут тебя оплакивать. Дворец Долмабахче в 2018 году посетили почти 1 миллион человек. В прошлом году в старинных дворцах и особняках Турции побывало рекордное количество туристов. Наиболее востребованным оказался дворец Долмабахче, дворец османских султанов, который находится в европейской части Стамбула. Так побывали почти 1 миллион туристов, причем большая их часть – это иностранные гости. На втором месте популярности оказался дворец Бейлер-Бее, который находится на азиатской стороне Босфора. Его посетили более 120 тысяч туристов. Общая прибыль от экскурсий по историческим особнякам и дворцам, которые курирует администрация национальных дворцов Турции, составила свыше 46 миллионов турецких лир.
Дворец Далмабахче расположен в Стамбуле, в одном из самых живописных районов города Бешикташе. Из этого района в европейской части города открывается великолепный вид на Босфор, Босфорский мост, а также сады района Бейоглу. История дворца восходит к середине XIX века, ведь он строился еще по указу султана Абдулмеджида I, который приказал построить новую резиденцию в стиле барокко, которая будет более великой и монументальной, чем лучшие европейские дворцы того времени. До этого в течение долгих лет, с XV века, резиденцией турецких султанов был дворец Топкапы, величайший стамбульский средневековый комплекс, который сегодня является одним из самых известных музеев мира. Дворец Далмабахче был построен всего за 13 лет. Строительство началось в 1843 и закончилось в 1856 году. Строительство обошлось турецкой казне в 5 миллионов фунтов золотом, а на украшение интерьеров дворца ушло еще 14 тонн чистого золота и 40 тонн серебра. Дворцовый комплекс за несколько лет разросся до 45 тысяч квадратных метров. Далмабахче стал домом для 6 турецких султанов с 1856 по 1924 года. Последним правителем, чьей резиденцией служил дворец Далмабахче, был халиф Абдулмеджид Эфенди. Специальным указом от 3 марта 1924 года дворец был переведен в ведомство Турецкой Республики в качестве объекта национального наследия. Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель и первый президент Турецкой Республики, использовал дворец в качестве летней резиденции и места проведения особо важных мероприятий. Именно во дворце Далмабахче Ататюрк провел последние дни своей жизни и скончался в своей комнате 10 ноября 1938 года. Кстати, порой у туристов возникает недоумение по поводу того, что все часы во дворце показывают одно и то же время – 9 часов 5 минут утра. Ответ кроется в том, что именно в это время во дворце умер Мустафа Кемаль. С тех пор и до сентября 2007 года дворец Далмабахче был музеем. До того момента, как турецкий парламент вернул ему предназначенный для дворца статус. С 2007 года дворец Далмабахче является официальной резиденцией премьер-министра Турции в Стамбуле. Дворец Далмабахче – самый большой дворец в Турции. В расположенном на огромной площади в 45 тысяч квадратных метров комплексе насчитывается 285 комнат, 46 залов, 6 бань и 68 туалетных комнат. Архитектура дворца сочетает в себе элементы барокко, рококо и неоклассических стилей, смешанных с традиционной оттоманской архитектурой для создания уникального стиля. Внутреннее убранство дворца демонстрирует растущее в то время в Турции влияние европейских стилей и искусства эпохи Танзимата. Традиционная экскурсия по дворцу Далмабахче состоит из 2 частей. Первая – Селамлек – часть общедоступных покоев во дворце, приспособленных для приема гостей и проведения официальных мероприятий. Слово «селамлек» в переводе с турецкого языка означает «место для приветствия». Традиционно селамлек – покои мужчины, хозяина дома. Вторая – гарем – та часть турецкого дома или резиденции, где живут слуги, дети и женщины. Слово «гарем» в переводе с арабского языка означает «запретный, неприкосновенный». Вход в каждую из 2 частей дворца оплачивается отдельно. Вход в селамлек стоит 30 теле, а в гарем – 20. Желающие посетить обе части могут воспользоваться единым билетом, который стоит 40 теле. Экскурсия по дворцу Далмабахче занимает немало времени. Поэтому тем, у кого время ограничено, мы советуем посетить только селамлек, который более интересен и масштабен, а гарем отложить на другой раз. Дворец имеет 3 парадных входа. 2 со стороны города, еще 1 для прибывающих на корабле со стороны Босфора, а всего в комплексе 12 ворот. Билетные кассы находятся со стороны Каботаж.
с торца дворцового комплекса недалеко от трамвайной остановки. Здесь находятся ворота Салтанат-Капыши, ворота султана. Еще не заходя на территорию дворца, вы сможете полюбоваться цветочными часами и великолепной входной группой, которой раньше пользовались только султаны и министры. Летом каждый вторник в послеобеденные часы здесь выступает ансамбль мехтеров, традиционный оттоманский военный оркестр, который в остальные дни дает концерты в военном музее имени Ататюрка на Джумхуриет Джаддеси. Второй вход находится по центру дворца. Вход со стороны проспекта, чуть дальше Лебединого фонтана, ворота Хазиней Хаса Капыши, ворота сокровищ. Здесь можно потратить немного времени и посмотреть на развод почетного караула, который проходит каждый час. На территории комплекса находится мечеть Далмабахче, которая была заложена по заказу Валиде Султан в 1853 году. А после ее смерти была достроена ее сыном султаном Абдулмеджидом. Высота минаретов мечети свыше 40 метров. Перед султанскими воротами дворца расположена еще одна достопримечательность Стамбула – часовая башня Далмабахче. Строительство башни было заказано султаном Абдулхамидом II и закончено в 1895 году. Башня выполнена в стиле нового барокко. Ее высота 27 метров. Экскурсии по дворцу Далмабахче проходят каждые 25 минут. Экскурсоводы работают либо на английском, либо на турецком языках, а сам тур проходит в очень быстром темпе, поэтому любителям неспешно прогуливаться и наслаждаться красотами лучше взять личного гида или ходить самостоятельно. Обратите внимание, что во дворце Далмабахче существует ежедневная квота на количество посетителей не более 3000 человек. Все дворцы и павильоны закрыты по понедельникам и четвергам. Дворец Далмабахче работает с 9 утра до 4 часов дня. Однако билетные кассы закрываются после продажи дневной нормы билетов. Напомним, что стоимость визита в Селамлек 30 теле, в Гарем 20, а абонемент на посещение обеих частей дворца 40 теле. Селамлек – мужская половина дворца, которая еще называется Мабени Хюмаюн. Тут султаны Османской империи занимались делами государственной важности. Первый зал, в который вы попадете, называется Медхал – вход. Тут вам расскажут об истории дворца, приведут статистические данные. Под потолком вы увидите удивительной красоты люстру с 60 ветвями. Исторические посетители этого зала встречались главой протокола дворца и провожались на аудиенцию. Дальше экскурсия пойдет через комнату секретариата, вестибюль и выставочный зал с великолепной коллекцией предметов из хрусталя, фарфора и драгоценных металлов. Потом вы попадете в небольшую дворцовую мечеть и выйдете в холл к хрустальной лестнице, по которой подниметесь на 2-й этаж. Там вас ждет, наверное, самый роскошный зал дворца – зал Сюфера, посольский зал, где послы иностранных государств ожидали встречи с султаном, а находящийся рядом Кырмызы Салону, красный зал, использовался для важных переговоров. В центре зала лежат огромный иранский ковер площадью почти 90 квадратных метров, пара медвежьих шкур, одна из которых была подарена царем Николаем II, а вторая куплена султаном для симметрии. Под потолком висит 2-тонная люстра.
В этой же части дворца расположены покои султана. После этого вас проведут в церемониальному залу Муайеде салону официальный зал. Здесь султан принимал глав государств, проводил официальные церемонии и торжественные мероприятия. В этом зале могло одновременно находиться до 2500 человек. Купол зала поддерживается 56 колоннами, а под потолком висит самая большая и тяжелая люстра в мире – подарок королевы Виктории. В некоторых комнатах дворца висят подлинники известного художника Айвазовского, написанные по заказу султана Абдул-Азиза. За 40 картин с изображениями Босфора художник получил высшую награду империи – орден Османа с бриллиантами. Интересно, что через несколько лет после этого в знак протеста против резни, устроенной султаном в 1894-96 годах, Айвазовский выбросил этот орден в море. Гарем. Архитектура дворца Долмабахче оказалась уникальной еще и потому, что впервые в истории Османской империи помещения гарема оказались в одном здании с мужской половиной дворца. Интерьеры гарема, конечно же, уступают интерьерам Селамлика в роскоши. Именно тут проходила личная жизнь семьи монарха. В гареме находится множество комнат султана, покои жен, наложниц, наследников и матери, а также розовый зал, где собирались жители гарема, а также мави-салону, место, где в религиозные праздники Валиде Султан принимала жен и фавориток своего сына. Часто внимание туристов обращают на спальную комнату султана Абдул-Азиза, его выполненную на заказ кровать, а также кабинеты и помещения, в которых работал Мустафа Кемаль Ататюрк. Kızım mayalarda bordan göçelim ah. Kaldıra gelin kırkmaları da oradan öpelim. A boynu boncuklu, ardı çocuklu gelin ah. Kuyu dibi taşlı olur, öksüz gözü yaşlı olur. Ana baba var emme, yar kokusu başka olur. Yayla yollarında kaldım yalnız. Ay gelin aman. Eşe dosta malum olsun halımız aman aman aman. Ben varmam oralıya, orada buralıya. Allah nasip eylesin davullu zurnalıya. Ben varmam enekliye, yoğurdu sinekliye. Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye.
zeybek şu dağlara yaslanır, ben yandım. Yağmurda yağar silahlarım ıslanır, hadi gelmiş. Duman da çökmüş şu yaylanın düzüne, ben yandım. Şahlangırat yol göründü gözüme, ben yandım. Şimdi de söz ve müziği, bestesi kendime ait olan Omar Dayı'nın Katırını söyleyeceğiz.